ותאמר נעמי שוב נא, למה תלכנה עמי? עוד לי בנים במאי והיו לכם לאנשים? 12. שוב נא בנותיי, לכנה, כי זקנתי מלהיות לאיש, כי אמרתי, יש לי תקווה? גם הייתי הלילה לאיש וגם ילדתי בנים. מה שהיא אומרת פה, זה גם אם תישארו איתי, אין לי עוד בנים לתת לכם. Что она говорит в 11-12 стихе? Она говорит, вернитесь, оставьте меня, потому что даже если бы у меня были сыновья сейчас, ואחר כך היא אומרת, גם אם הייתי יולדת עכשיו בנים, даже если бы я сейчас родила сыновей, למה שתשבו ותחכו להם? почему вы должны как бы ожидать их столько лет, пока они вырастут? נקרא את פסוק 13 ואז אני אסביר על מה היא מדברת. Мы прочтем 13 стих, и я объясню, что же она имела в виду. עליהן תסברנה, תחכו להם עד אשר יגדלו, עליהן תאגנה, תהיו עגונות לבלתי היות לאיש, על בנותיי, כי מר לי מאוד מכם, כי יצאה בי יד אדוני. 13 стих. עכשיו, אני רוצה לתת לכם מושגים שיש במגילה הזאת. Я хочу вам дать понятие, которое используется в этой книге. אז באיזשהו מקום תעשו לכם איזושהי רשימה או מקום שאתם יכולים להוסיף מושגים. Отметьте там себе где-нибудь отдельно колоночку, где вы можете написать понятие. והמושג הראשון הוא ייבום. И первое понятие это ибум. תכף אנחנו נסביר. И скоро мы объясним, что это значит. Ибум. נלך לספר דברים. Сейчас мы откроем 25, 25 главу, 5-10. 5-10 стих. מה זה הייבום הזה? על מה היא מדברת? Вы будете знать, о чем здесь подразумевается. Второзаконие, 25 глава, с 5 по 10 стих. דברים 25, 5-10. בלי להבין את המושג הזה, את המצווה הזאת, אי אפשר להבין על מה היא מדברת. Без того, чтобы понять вот это конкретное значение, невозможно вообще понять, о чем она говорит с вами. Если братья живут вместе, и один из них умрет, не имея у себя сына, то жена умершего не должна выходить на сторону за человека чужого, но деверь ее должен войти к ней и взять ее себе в жену и жить с ней. И первенец, которого она родит, останется с именем брата его умершего, чтобы имя его не изгладилось в Израиле. Если же он не захочет взять невестку свою, то невестка его пойдет к воротам к старейшинам и скажет: деверь мой отказывается восставить имя брата своего в Израиле, не хочет жениться на мне. Тогда старейшины города его должны призвать его и уговаривать его, и если он встанет и скажет: не хочу взять ее, тогда невестка его пусть пойдет к нему в глаза старейшин, и снимет сапог его с ноги его, и плюнет лицо его, и скажет: так поступать с человеком, который не созидает дома брату своему, и нарекут ему имя в Израиле дом разутого. לפי המצווה הזאת שנקראת מצוות הייבום, согласно этому заповедь, согласно этой заповеди, которая называется заповедь Ивум, איזה תקווה יש לאישה שהבעל שלה מת? какая надежда есть у жены, у которой умер муж? עם האח. То есть выйти замуж за его брата. ואם האח הזה ימות? А если умрет этот брат, עוד אח. ואם האח הזה за ימות? следующего и так далее. עוד אח. בשביל להמשיך את המשפחה. או Для того, чтобы продолжить род. להקים שם המת. Для того, чтобы имя умершего не изгладилось, да? Остановить. כן? לא. קודם כל היה ריבוי של נשים אז. זה לא בעיה. Любуши наши... в то время было многоженство. בתקופה הזאת זה לא בעיה. И в то время это не было проблемой. אוקיי, אז המטרה היא להקים שם המת. זאת אומרת שהבחור שנפטר, השם שלו לא ייעלם. И поэтому целью было восстановить имя умершего, чтобы память о нем и вообще его имя не изгладилось из народа. ויש עוד סיפורים במקרא, אנחנו לא И есть еще другие рассказы подобного на ту же тему, мы не будем их читать сейчас. מי שמכיר את הסיפור של יהודה ותמר. Тот, кто знает рассказ о Иуде и Тамар, мы потом к этому придем. אוקיי, אז היא אומרת להם, אין.
אין תקווה. И она им говорит, нет, нет надежды. אין לי עוד בנים לתת לכם. У меня нет больше сыновей, чтобы дать вам. אין לכם סיכוי, אין לכם מי שיקים את שם המלך. Нет у вас шансов, нет у вас восстановить как бы имена умерших. ואז תראו מה קורה בפסוק 14. И посмотрите, что же происходит в 14 стихе. ותישאנה קולן ותבכנה עוד, ממשיכות לבכות, Они продолжают плакать. ותשק עורפה לחמותה, И Орфа простилась со свекровью, ורות דבקה בה. а Рут осталась. ב-15, А в 15 ותאמר, הנה שבה יבימתך אל עמה ואל אלוהיה, שובי אחרי יבימתך. В 15 стихе Наами опять пытается убедить Рут, чтобы она вернулась в свой дом к своим богам, как сделала это другая невестка. אז האם אנחנו פתאום רואים שיש הבדל בין רות ועורפה? И вдруг мы видим разницу между Рут и Орпой. עורפה. האם יש פה הבדל? Есть тут разница? אני צריכה תשובה. מה ההבדל? מה? Какая разница между Орпой и Рут? אחת וזאתי, אז בואו ניתן להם שמות. מי חזרה? Итак, кто вернулась? עורפה. מי נשארה? Кто осталась? Рут. אז יש לשמות האלה משמעות. Итак, есть смысл для этих имен, да? רות זה מרעות. מכירים את השם רעות? Это от слова «рут». מה זה רעות? Что такое «рут»? חברות, דבקות. Это дружелюбность, это привязанность, это верность. איזה מילה השם עורפה מזכיר לכם? עורף, להפנות עורף. Что такое «орпа»? Какое нам напоминает? להפנות Это עורף. как бы... как это «להפנות עורף»? Правильно. От затылка. להפנות את הגב. Как будто бы, да, повернуться спиной к человеку. А? Отвернуться, да. כן, עורף זה פה. И «орф» это затылок. אז שהיא אומרת לה, הנה, היא חזרה אל עמה, מה היא עשתה? היא הפנתה את העורף וחזרה И что она сделала? Она как бы повернулась спиной к Наами и ушла. אל מואב, Вернулась в Моав, אל משפחתה ואל אלוהיה. в свою семью и к своим богам. אוקיי, אז סימנתם את רות בפסוק 14? Вы отметили в 14 стихе Рут. מעכשיו יש לנו רות ונעמי, שני צבעים. И сейчас у нас будет Рут и Наами отмечаться двумя цветами. אז החזרה הזאת לכיוון בית לחם כרוכה בעוד אובדן. И возвращение в дом хлеба, она связана еще с одной потерей. כל הדרך אנחנו רואים שנעמי סובלת עוד אובדן ועוד אובדן ועוד אובדן ועוד. И мы видим, что на протяжении вот этого периода Наами переживает одну потерю за другой. פתאום קרן אור בחשיכה. И вдруг маленький лучик света в темном царстве, 16. 16 стих. ותאמר רות, אל תפגעי בי. אל תפגעי בי. И Рут вдруг говорит, не обижай меня. לעוזבך, לשוב מאחרייך, כי אל אשר תלכי אלך, ובאשר תליני אלין, עמך עמי ואלוהיך אלוהי. Потому что куда ты не пойдешь, туда пойду и я, и где ты будешь жить, там буду жить и я, и твой Бог будет, твой народ будет моим народом, и твой Бог будет моим Богом. מה המשמעות של מה שרות אומרת לנעמי פה? Какой смысл всего того, что сейчас Рут говорит Наами? לא נלך לשם, בוא נשאר בטקסט. Давайте останемся в מה זה тексте. אומר לכם? Что это говорит вам? נאמנות, Это большая верность, כמו ברית, это как завет. ואת צודקת שזה כמו ברית, כי בפסוק הבא, ב-17, И ты права, что это как завет, потому что в 17 стихе, כאשר תמותי אמות ושם אקבר, и там говорится, и где ты умрешь, там и я умру, и там буду погребена. כה יעשה לי אדוני וכה יוסיף, כי המוות יפריד ביני ובינך. И то сделает мне Господь, потому что только смерть разлучит меня с тобой.
אהה. То есть она относилась к זה Нуамин как יותר к маме. זה ברית, כן, זה זה ברית. נאמנות, אבל זה ממש אימוץ. И это как бы как установление удочерения, да. בפסוק 14 כתוב שהיא דבקה, רות דבקה בה. То есть в 14 стихе вообще говорится, что Рут прилепилась, ובראשית אומרים, איש דבק באשתו. а в Бытие говорится, что мужчина да прилепится к своей жене. Вот это тот же самый глагол, Да. который как бы и в данной ситуации употребляется в 14 стихе, то есть Рут к ней прилепилась к нам. אני תמיד לומדת דברים חדשים מהפסוקים האלה. Я всегда узнаю какие-то новые вещи от каждой группы, которые я учу. אוקיי, אז כשאומרים כה יעשה לי אדוני וכה יוסיף, И поэтому, когда говорят, так и то, и то сделает мне Господь, еще больше сделает, זאת שבועה. זאת שבועה. то это клятва. להישבע, בדיוק, להישבע עם מילים. То есть это поклясться. אני ממשיכה לקרוא, אתם ממשיכים לסמן. Я продолжаю читать, а вы продолжаете отвечать. ותראה, זה נעמי עכשיו, ותראה כי מתאמצת היא ללכת איתה, ותחדל לדבר אליה. То есть 18 стих, Нуамин увидела, насколько Рут была как бы настойчива в своем желании и перестала ее уговаривать. ותלכנה שתיהם. אז בשתיהם תשימו את שני הצבעים ביחד. И в 19 стихе отметьте слово «обе» двумя цветами. עד בואנה בית לחם, ויהי כבואנה בית לחם, ותהום כל העיר עליהם, ותאמרנה, הזאת נעמי? То есть и дошли они до Бейт-Лехема, до дома хлеба, и весь город удивился, увидев Нуамин. אוקיי, אז יש פה הרבה רכילות. То есть есть много сплетен сейчас здесь. 20. 20 стих. ותאמר עליהן, אל תקראנה לי נעמי, קראנה לי מרה, כי המר שדי לי מאוד. И сказала им, не называйте меня больше Нуамин, а называйте меня Марою, потому что Вседержитель послал мне великую горесть. מרה, Что такое Мара? מר. Это горький, от слова горький. מי עשה לחיים מרים? Кто сделал ей горькую жизнь? היא אומרת אלוהים. מה Она את говорит, אומרת? что Бог. Что вы говорите? חיים, אוקיי. נסיבות. יש לי תיאוריה שלמה עם זה. אתה תשמור את התיאוריה. У пастора есть целая теория, он сам останется с ней при ней. אז היא אומרת להם, אל תקראו לי נעמי. Я זה знаю, כבר לא נעים. и она им говорит, не называйте Нуамин, это уже неприятно. אלוהים המר לי, הוא עשה לי מר. Потому что החיים מרים. Бог сделал мне вот эту горечь в моей жизни. 21, 22. 21-22. אני מלאה הלכתי, וריקם השיבני אדוני, למה תקראנה לי נעמי, ואדוני ענה בי ושדי הרע לי, כן? אז יש פה מר ויש פה רע. То есть есть тут слово горький и есть тут слово страшный, как бы злой. Да. ותשב נעמי ורות, И פסוק вернулась 22, в 22 стихе Нуамин с Рут, המואביה כלתה עמה, השבה משדה מואב, והם באו בית לחם בתחילת קציר השעורים. и пришли они в Вифлеем, то есть дом хлеба в начале жатвы ячменя. אוקיי, האם רק נעמי סבלה את כל האובדן הזה? Только Нуамин, она страдала от всех этих потерь. מי עוד? Кто еще? רות גם. Рут тоже. האם אתם רואים איזשהו הבדל ביחס של נעמי לאלוהים לבין היחס של רות לאלוהים? Видите разницу между отношением Нуамин к Богу и между отношением Рут к Богу? איך היית מגדירה את זה? איך היית מתארת את זה?
היא לא אומרת שום דבר, То есть Рут вообще ничего не говорит, никак не комментирует произошедшее с ней в жизни. אבל מה היא עושה? Но что она делает? למי? ולא ישראל, כמובן. אבל תקשיבו למה שיוצא לכם מהפה. Еще раз, רות המואביה נאמנה לאלוהי ישראל ולא אומרת מילה אחת רעה נגדו. итак, Рут Моавитянка, послушайте, что вы говорите своими устами. Рут Моавитянка является верной Богу Израиля и ничего не говорит против него. ונעמי, А Наоми, יהודייה, еврейка, מתבכיינת ומתלוננת. מתבכיינת ומתלוננת. плачет и жалуется. עכשיו מותר לה לבכות, Можно и не плакать, אבל להאשים את אלוהים? но обвинять Бога. לפני שאנחנו עוברים לפרק הבא, אני רוצה לשאול אתכם. И перед тем, как мы перейдем ко второй главе, я хочу спросить вас, כשקשה לכם, когда вам тяжело, רשימה שלמה של צרות, у вас есть просто список различных проблем, איך אתם מגיבים? как вы реагируете? כמו רות או כמו נעמי? Как Рут или как Наоми? תחשבו על זה. Думайте об этом, подумайте об этом. או איך הייתם רוצים להגיב? Или как бы вы хотели, в случае, если реагировать. רשימה ארוכה, פרק Глубокий вздох и вторая глава книги Руф. Он Наамине был родственник по мужу, человек весьма знатный из племени Элимелехова, имя ему Ваос. И сказала Руф Моавитянка Наамине: «Пойду я на поле и буду подбирать колосья по следам того, кого найду благоволение». Она сказала ей: «Пойди, дочь моя». Она пошла и пришла, и подбирала в поле колосья позади жнецов. И случилось, что та часть поля принадлежала Ваозу, который из племени Элимелехова. И вот Ваоз пришел из Вифлеема и сказал жнецам: «Господь с вами». Они сказали ему: «Да благословит тебя Господь». И сказал Ваоз слуге своему, приставленному к жнецам: «Чья это молодая женщина?» Слуга, приставленный к жнецам, отвечал и сказал: «Это молодая женщина Моавитянка, пришедшая с Нааминью с полей Моавитских». Она сказала: «Буду я подбирать и собирать между снопами позади жнецов». И пришла, и находится здесь с самого утра до селя. Мало бывает она дома. И сказал Ваоз Руфи: «Послушай, дочь моя, не ходи подбирать на другом поле и не переходи отсюда, но будь здесь с моими служанками. Пусть в глазах твоих будет то поле, где они жнут, и ходи за ними. Вот я приказал слугам моим не трогать тебя. Когда захочешь пить, иди к сосудам и пей, откуда черпают слуги мои». Она пала на лице свое и поклонилась до земли и сказала ему: «Чем снискала я в глазах твоих милость, что ты принимаешь меня, хотя я и чужеземка?» Ваоз отвечал и сказал ей: «Мне сказано все, что сделала ты для свекрови своей по смерти мужа твоего, что ты оставила твоего отца и твою мать, и твою родину, и пришла к народу, которого ты не знала вчера и третьего дня. Да воздаст Господь за это дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа Бога Израилева, к которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крылами». Она сказала: «Да буду я в милости пред очами твоими, господин мой. Ты утешил меня и говорил по сердцу рабы твоей, между тем, как я не стою ни одной из рабынь твоих». И сказал ей Ваоз: «Время обеда, приди сюда и ешь хлеб, и обмакивай кусок твой в уксус». И села она возле жнецов. Он подал ей хлеба, она ела, наелась, и еще осталось. И встала, чтобы подбирать. Ваоз дал приказ слугам своим, сказав: «Пусть подбирает она и между снопами, и не обижайте ее. И дай от снопов откидывайте ей и оставляйте, пусть она подбирает, и не броните ее». Так подбирала она на поле до вечера, и вымолотила собранное, и вышла около Ефы ячменя. Взяв это, она пошла в город, и свекровь ее увидела, что она набрала, и вынула руфь из пазухи своей, и дала ей то, что оставила, надевшись сама. И сказала ей свекровь ее: «Где ты собиралась сегодня и где работала? Да будет благословен принявший тебя». Руфь объявила свекрови своей, у кого она работала, и сказала: «Человеку тому, у которого я сегодня работала, имя Ваоз». И сказала она ей снохе своей: «Благословен он от Господа за то, что не лишил милости своей, ни живых, ни мертвых». И сказала ей Ноами: «Человек этот близок к нам, он из наших родственников». Руфь Моавитянка сказала: «Он даже сказал мне: будь с моими служанками, доколе не докончат они жатвы мои». И сказала Ноами снохе своей Руфи: «Хорошо, дочь моя, что ты будешь ходить со служанками его, и не будут оскорблять тебя на другом поле». Так была она служанками Ваозовыми и подбирала колосья, доколе не закончилась жатва ячменя и жатва пшеницы, и жила у свекрови своей. תודה.
אוקיי, פסוק 2, בפרק 2, Во второй главе אנחנו מסמנים עוד אחד, אז את רות אתם ממשיכים, נעמי ובועז. Итак, сейчас, סבב שלישי פה. итак, третьим цветом вы сейчас будете отмечать Боаза. ולנעמי мודה לאישה, איש גיבור חיל ממשפחת אלימלך ושמו בועז. Итак, у Наамини был родственник по имени Боаз из той же семьи Элимелех. אוקיי, מה אתם רואים בשם הזה בועז? Что вы видите в имени Боаз? למה אומץ? Боаз. Почему это עוז, איפה העוז? шния? פה, То есть, בועז. то есть Ой. у него есть внутри сила. פה יש אומץ, Тут есть Омец это не сила, או это כוח. אומץ это мужество. смелость, мужество, мужество. У него есть мужество. בועז. У него есть мужество. עכשיו, מי הוא הבועז הזה? Боаз. ברוסית, מה כתוב שם? שהוא מה? שהוא איש Что написано? Что он, кто? משבט יעקב כזה. שבט או משפחה? משפחה. קרוב משפחה כתוב? Написано, что он родственник, да? קרוב משפחה. בעברית כתוב מודה. Написано, что он мадам. מודה הוא ידוע כאחד То есть מהמשפחה. он известен как один из этой семьи. איך הוא מתואר? Как его описывают? גיבור חי. Его описывают как героя. עכשיו, גיבור חי זה לא רק איש צבא הירואי, כן? И как бы герой это не только тот, кто в армии, как бы герой. זה מדבר על אופי של איש אלוהים Это говорит о характере Божьего человека והצלחה כלכלית כתוצאה מהאמונה. и финансовом успехе как результат веры. מכירים את המילה prosperity? Вы знаете это слово преуспевание? זה הגיבור חי שהוא איש אלוהים. Это тот самый герой, который является мужем Божьим. וכבר קראתם ואתם יודעים שיש לו שדות וקוצרים ושפע, כן? И вы уже читали, и вы знали, что у него есть поля, и жнецы, и все это как бы... В избытке. Да, и все это в большом количестве. אוקיי. אני קוראת עכשיו מ-1 עד 7. И я читаю с 1 по 6 стих. סמנו בועז, נעמי ורות. Отметьте, пожалуйста, Боза, Наоми и Рут. ולנעמי מודה לאישה, איש גיבור חיל ממשפחת אלימלך ושמו בועז. ותאמר רות המואביה אל נעמי, אל חנה השדה ועלקתה שיבולים, אחר אשר אמצא חן בעיניו, ותאמר לה לכי איתי. איך היא קוראת לה? Как она называет моя дочь? 3. ותלך ותבוא ותלקט בשדה אחרי הקוצרים, ויקר מקרה חלקת השדה לבועז אשר ממשפחת אלימלך. איך היא מגיעה לשדה שלו? Итак, как она появляется на поле у Боза? ואת לא מתרגמת את מה שקורה. זאת אומרת, Как это написано, 3 стих. במקרה, פסוק 3, כתוב לכם ברוסית? Окей, в 3 стихе написано, что она случайно. Она случайно туда попала. כל האנשים שיש להם שדות בבית לחם, בום, היא נופלת על השדה Как бы שלו. из всех людей, у которых было поле в этом доме хлеба, именно она попадает на поле Боаза. Случайно, да. איך בעולם קוראים לכזה דבר? Как в мире называется такое? מזל, Называется мазаль. גורל, צירוף מקרי. טירוף מקרים. Случайность, мазаль, да. אוקיי. פסוק О, קשה לתרגם. אוקיי. פסוק 4. אוקיי. והנה בועז בא מבית לחם ויאמר לקוצרים, אדוני עמכם, ויאמרו לו, יברך לך אדוני. И вот Боаз приезжает на поле и говорит, Бог с вами, а ему отвечает, да благословит тебя Господь. אנחנו פוגשים פה בן אדם חדש בסיפור. Мы как бы видим тут абсолютно нового героя в этом рассказе. המילים הראשונות שיוצאות לו מהפה, Какие первые слова у него выходят из уст его? ברכה У него благословение בשם אדוני. во имя Господа. הוא גם מקבל ברכה.
и он получает также благословение. 5. 5 стих. 5. ויאמר בועז לנערו הניצב על הקוצרים, למי הנערה הזאת? И говорит Боаз своим слугам, чья это девушка? כל כך הרבה שדות, קוצרים, אנשים, נערות, כל זה, והוא מיד מזהה שיש שם מישהי חדשה. То есть масса работников на поле, да, служанок. И он вдруг все равно отмечает, что есть новый человек. זה בוס שמכיר את כל העובדים שלו? Это хозяин, который знает всех своих работников. אוקיי. 6. 6 стих. ויען הנער הניצב על הקוצרים ויאמר, נערה מואביה היא השבה עם נעמי משדה מואב. И слуга объясняет ему, кто такая Рут. 7. ותאמר הלקתנה ואספתי העומרים אחר הקוצרים, ותבוא ותעמוד מאז הבוקר ועד עכשיו, זה שבטה הבית מעט. В 7 стихе он рассказывает, что она решила собирать колосья и делает это уже очень долгое время с утра. מה היא עושה בשדה? מה היא עושה? מה הפעולה שהיא עושה? Какое действие она производит, как она осуществляет на поле? אוקיי, שמעתי פה אוספת, קוצרת, מלקטת. מה היא עושה? Конкретно, היא קוצרת? Она לא. берет, אוספת שאריות. она собирает остатки. יש לנו מושג חדש. И так вот לקט новое понятие. ופאה. לקט ופאה. Лекет УФА, это как бы... עוד מצווה בתורה שאנחנו נלך לבדוק. Лекет УФА, это... אני מסבירה. окей. לקט זה מה שהיא עושה. הקוצרים יש להם או מגל קטן, ככה, או הגדול הזה, החרמש. Окей. Так, у жнецов есть либо серп, либо коса. הם רק הולכים וקוצרים. Они идут и косят, да. ואז הם באים והם אוספים את הכל לאלומות, ככה. И потом они все это собирают в снопы, אלומה. сноп. אבל אין להם זמן, אם נפלה פה שיבולת ושם שיבולת, אין להם זמן לדאוג שהכל אסוף. Но у них нет времени заниматься какими-то мелкими колосьями, которые здесь или там падают. אז כל השדה מלא שיבולים שנפלו והם כבר התקדמו הלאה. И поэтому все поле, оно полно таких маленьких упавших колосьев, а они уже продвинулись дальше. פאה А ПА, слово ПА, זה זה. זה הפאה. это вот это ПА. הקצה של השדה נקרא פאה. Это вот крайняя часть поля называется ПА. עכשיו שדה מרובע Итак, поле, оно квадратное, והחרמש עגול. а коса, она круглая. הם לא ילכו ויעשו ככה לאט תנועות קטנות כדי שכל השיבולים שפה גם כן יקצרו Поэтому אותו. они не будут как бы заходить и пытаться как бы пожать и вот эти вот колосья, которые находятся как бы в углу, туда, где коса не может достичь, потому что она круглая. אז מה כתוב בספר ויקרא? И что написано в книге ויקרא 19, Левитам, 19 главе. 9 ו-10. זה מצוות לקט ופאה. Итак, Левитам, 19 глава, поступ 9 ו-10. 9 и 10. И когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, и оставшегося от жатвы твоей не подбирай, и виноградника твоего не обирай дочисто, и попадавших ягод виноградники не подбирай, и попадавших ягод виноградники не подбирай, оставь это бедному и пришельцу, я Господь Бог ваш. אני רוצה לקרוא לכם את זה בעברית. Это Левитам 19, 9, 10 стих. תקשיבו לזה בעברית. Послушайте это на иврите. ובקצירכם את קציר ארצכם, לא תכלה פאת צדך לקצור, ולקט קצירך לא תלקט. וכרמך לא תעולל, ופרק כרמך לא תלקט. לעני ולגר תעזוב אותם, אני אדוני אלוהיכם. אז הוא לוקח את המצב הזה של הפאה, Итак, Бог берет вот эту ситуацию, которая ПА, то есть край поля,
ואת המצב שיש שיבולים פזורות בשדה, והופך את זה למצווה מוסרית. И он превращает вот эту ситуацию, что есть упавшие колосья или вот эти вот нетронутые края поля, превращает это в заповедь. כן? אלוהים לוקח את זה והופך את זה למצווה חברתית, מוסרית, למשהו שבונה את Он превращает это в заповедь, как бы общество израильского. Находится обидно, да. אז בכל שדה היו קוצרים ונערות מלקטות. Поэтому на каждом поле были именно жнецы, и были вот эти служанки, то есть молодые девушки, которые подбирали. ודרך אגב, המילה פאה, פאות של הדתיים, זה הקצה. זה הקצה, המילה היא קצה. И пеа, вот у датишных, у религиозных, вот эти песни называются пеот на иврите, и они от слова край. אוקיי, נחזור לסיפור. בועז רואה שיש נערה חדשה. Итак, вернемся к рассказу. Боаз видит новую девушку, женщину. והאחראי אומר, מהבוקר עובדת, ותראי כמה מעט היא אספה. И как бы ответственный на этом поле говорит, она с утра на этом поле, и посмотри, как мало она собрала. אני קוראת מ8 עד 11. Я читаю с 8 по 11 стих. ותשימו לב לאופי של בועז, גם לסמן רות Так, ובועז. с 8 по 11 отмечается Рут и Вооза, да, и обратите внимание на характер Вооза. אבל תשימו לב לאישיות שלו. Обратите внимание на его личностные характеристики. 8. 8 стих. ויאמר בועז אל רות, לא שמעת ביתי, אל תלכי ללקוט בשדה אחר, וגם לא תעבורי מזה, וכה תדבקי עם נערותיי, שערים הנערות שלי. То есть он ей говорит, не переходи на другое поле, оставайся с моими служанками. עינייך בשדה אשר יקצורו, והלכת אחריהם, הלא ציוויתי את הנערים לבלתי נוגעך, וצם אם היית צמאה, הלכת אל הכלים ושתית מאשר ישבוע נערים. ותיפול על פניה, ותשתחווה ארצה, ותאמר אליו, אל בועז, מדוע מצאתי חן בעיניך להכירני ואנוכי נוכריה? И он ей говорит, чтобы она оставалась на его поле, собирала, что приказал слугам ее не обижать, что она может пить и есть. И она упала на лицо свое и удивилась, почему он проявил к ней милость, когда она была чужеземка. הוא מצידו דואג לה, Он со своей стороны как бы заботится о ней, והיא לא מבינה. а она не понимает, почему. למה? Почему? אני גויה. Я ж язычница. שיקסה. И всё. 11. ויען בועז ויאמר לה, הוגד בוגד לי את כל אשר עשית לחמותך. מי זה חמותך? Итак, Наоми отвечает, что я знаю все, что ты сделала для своей свекрови. אחרי מות אישך, ותעזבי אביך ואימך וארץ מולדתך, ותלכי אל עם אשר לא ידעת תמול שלשום. זה פסוק И он ей 11. говорит, я знаю все, что ты сделала, то, что ты оставила и отца, и мать, и родину, и все, и пошла за ней к народу, которого ты вообще не знала. האם אנחנו מכירים עוד גוי אחד שעזב את ארצו ומולדתו והלך אל עם אחר, למקום אחר? מי? אבי. אבי וולנטין? Нет, Авраам и Валентин. Знаем ли мы еще одного язычника, который оставил все для того, чтобы пойти в Израиль? וזאת השמועה שעוברת בבית לחם, וגם בועז שמע את השמועה. Ну, это, то есть, от Маскимаша из Авраама? לא, ולנטין התכוונתי. Да. אברהם, כן, התכוונתי אברהם. Окей. То есть мы знаем только еще одного язычника, это Авраам, да, который все оставил для того, чтобы пойти в землю, ему вообще абсолютно неизвестную. И это тот самый слух, который проносится по Бейт-Лехему, в этом городе Вифлееме, о Рут. 12, פסוק 12. בועז מדבר על רות. ישלם אדוני פועלך
ותהי משכורתך שלמה מעם אדוני אלוהי ישראל, אשר באת לחסות תחת כנפיו. И тут Бог обращается к 12 стихе и говорит: да воздаст тебе Господь по полной мере за то, что ты пришла для того, чтобы в сущности находиться под Его крыльями. בדיוק כמו בשיר שאלעד הביא לנו קודם. Это как раз то, о чем была песня сегодня, последнее прославление. זה הביטוי. לחסות תחת כנפיו. Это как раз вот это выражение, как бы успокоиться под Его крыльями. То, что они סתמשתי בדאודורנט. יפה. חשבת על עקבים. עכשיו, קודם ולנטין אמר התגיירה. Сначала Валик сказал, что она изгайра, как это по-русски. Сделала июр. Ну, то есть, как бы, это... הכתובים קוראים לזה לחסות תחת כנפי אדוני. А Писание называет это, как бы, успокоиться под крыльями Бога. Укрыться. יש תיאור יותר יפה מזה? Есть более красивое описание, чем это? נכון? И это описание есть, используется также в גם פה Новом הוא עוד יחזור. ועוד אלפים. Да, может, дай Бог, чтобы мы могли это использовать при Срадопниме о всех как бы язычниках, которые приехали в Израиль для того, чтобы успокоиться под крыльями Бога здесь. מה את אומרת? כן. И в Таилим тоже, в 91-м псалме, есть вот это вот. יושב בסדר עליון בצל שדי לתמונה. נכון. אוקיי. 13. 13 стих. ותאמר רות, אמצא חן בעיניך אדוני. מי זה אדוני? Итак, я нашла милость в твоих глазах. Господин, кто это Бог, отметьте? כי ניחמתני. Потому что утешил меня. זה מופיע ברוסית? ניחמת אותי? יופי. ניחמתני. וכי דיברת על לב שפחתך, ואנוכי לא אהיה כאחת שפחותיך. То есть ты говорил по сердцу моему, да? А я даже не стою ни одной из твоих рабынь. תודה לך. Спасибо тебе. אבל אני אהיה מאחורה. הנערות שלך ילכו, הם יאספו, אני לא אהיה כמוהם, אני אבוא בסוף. אני שפחה שלך. Она говорит: спасибо тебе за предложение, но тем не менее я буду идти, да, служанками, которые подбирают упавшие, потому что я даже не достойна этих служанок твоих, потому что я вообще рабыня. הוא מסכים איתו? Он с ней согласен? לא. 14. 14 стих. ויאמר לה בועז, לעת האוכל קשי הלום, ואכלת מהלחם, וטבלת את פיתך בחומץ, ותשב מצד הקוצרים, ויצבות לה את הכלי, ותאכל, ותשבע, ותותר. זאת אומרת, הוא אומר לה, לא, את יושבת פה עם כולם, ואת אוכלת, עד שאת שבעה. Но Бог не соглашается с ней, говорит: нет, ты здесь сидишь со всеми и ешь, пока не наешься даже. אז היא לוקחת את המקום האחרון. И она пытается занять последнее место, הוא אומר לה, לא, את שווה כמו כולם. а он говорит ей: нет, ты имеешь такую же значимость, как все. 15. 15 стих. ותקם ללקט, ויצב בועז את נעריו לאמור, גם בין העומרים תלקט ולא תחלימוה, לא תביישו אותה. וגם שול תשולו לה מן הצוותים, ועזבתם ולקטה ולא תגערו בה. То есть и Бог дает указание, чтобы она не только подбирала, но ей даже оставляли, чтобы было что подбирать, и относились к ней с уважением. כדי שהיא תיקח יותר הביתה, הוא אומר לקוצרים, Чтобы תזרקו בכוונה. она могла больше забрать домой, он говорит жнецам, чтобы они специально оставляли какую-то часть на поле. 17. 17 стих. ותלקט בשדה עד הערב, ותחבוט, תחבוט את אשר לקטה, והיא כאיפה שעורים. И на 17 стихе написано, что она была на поле до вечера, и как бы... Ракета собирается Нет, собрала, да, как бы, молотила, да, она вымолотила Ефу ячменя. כן? 18. 18 стих. ותיסע ותבוא העירה ותראה חמותה, נעמי, את אשר לקטה,
ותוצא ותיתן לה את אשר הותירה משובעה, 19, ותאמר לחמותה, איפה לקטת היום? ואנה עשית? יהי מכירך ברוך. הברכה נכנסת שוב, 19. 19 стих, да, то есть она возвращается к свекрови, отметьте свекровь это на аминь, и как бы дает ей поесть, и спрашивает ее свекровь, где она была, и говорит, тут да будет благословен принявший тебя, то есть тут есть опять благословение. ותגד לחמותה את אשר עשתה עמו, ותאמר שם האיש אשר עשיתי עמו היום בועז. И она говорит ей о том, что она, то есть свекровь ее спросила, где она собирала, благословляет ее, и она говорит ей, что она собирала у Боаза. מספרת לה את הכל, ואז הדובדבן על הקצפת, היא אומרת לה את השם שלו, בועז. И как бы Рут рассказывает ей все, и как бы вот этой вишенкой на тортике становится то, что она говорит ей о том, что она собирала на поле у Боаза. שימו לב מה קורה לנעמי בפסוק הבא.